Ситуация с распространением COVID-19 в республике ухудшается. Сколько новых случаев заболевания коронавирусом? Алдан на карантине. Какова эпидемиологическая обстановка в городе? Готовность сил и средств. Сохранение генофонда. В Якутию прилетел самолет с бизонами из Канады. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Владимир Путин заявил об осложнении обстановки с коронавирусом в стране. Увеличивается число заболевших, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, сказал глава государства. Помимо этого, президент заявил, что ближайшие 2 недели станут определяющими в борьбе против коронавируса в стране. Кроме того, Путин заявил о необходимости предоставления объективного прогноза по ситуации с распространением вируса для возможности действовать по упреждению. На состояние на 13 апреля в России зарегистрировано 18 328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 1470 человек выздоровели, 148 скончались. Для того, чтобы и дальше действовать на упреждение, а нам, несмотря на то, что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается именно действовать именно таким образом, нам нужен хороший профессиональный прогноз. И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на период ближайших 3, 7, 10 дней. Я прошу правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки. И прошу докладывать мне об этом ежесуточно. Третье. Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий. Усложняется ситуация и в Якутии. Об этом сегодня заявил глава региона Айсан Николаев. Причиной обострения ситуации является случай в травматологическом центре Санкт-Петербурга, где под подозрением заражения находится более 1000 человек. В марте там проходили лечение 10 человек из Якутии. Накануне подтвердились анализы пары из Горного. Сегодня стало известно, что в Вилюйском Улусе находится еще одна пациентка вышеназванного медучреждения. И вот как раз семейная пара из Горного Улуса, которая сегодня, можно сказать, официально уже можно сказать, что они больны коронавирусной инфекцией, они проходили там лечение. И женщина сегодня уже, мы тоже можем сказать точно, она тоже имеет уже положительный анализ по коронавирусной инфекции из Вилюйского Улуса, которая проходила там тоже лечение. К сожалению, тоже вот там, судя по всему, эту инфекцию и получила. Поэтому все остальные граждане, которые у нас лечились в Санкт-Петербурге в этом травматологическом центре, тоже выяснено. У всех взяты анализы, но обработка их будет проходить в течение этой недели. 2 новых случая коронавируса выявили в Алдане. Это муж женщины, которая прилетела из Кисловодска. Второй случай – директор рынка в городе. Кроме этого, в Ленске выявлен очаг заражения на одном из участков вахтовых поселков «Газпрома». Айсан Николаев добавил, что 1 человек в Якутске находится также под подозрением на коронавирус. По данным на 14 апреля в Якутии официально подтверждено 32 случая коронавируса. Под наблюдением врачей находится 19 заболевших, 13 человек выздоровели. У нас 3 случая подтвержденных. Они у нас проходят лечение в Ленске. 3 работника «Газпрома», в том числе, есть и уроженцы Ленского района среди них. Вот, еще 3 под подозрением тоже находятся в Ленской районной больнице. Вчера в результате работы нашего оперативного штаба и руководства «Газпром» Добыча-Ноябрьска уже прилетел самолет специально с врачами из Ноябрьска. Они на месте в вахтовом поселке отбирают анализы у всех, имевших контакты с больными, проводится первичный осмотр, и мы думаем, что часть тех, которые будут под серьезным подозрением по уже решению врачей, часть уже будет вывозиться в Ноябрьск самолетами «Газпрома». Работа эта будет продолжаться, и, конечно же, въезд-выезд из поселка сегодня закрыт. Вахта проводятся также все противоэпидемические мероприятия. Я уверен, что во взаимодействии с оперативным штабом республики и района «Газпром» проблему ликвидации очага заражения решит в ближайшие дни.
О ситуации в Вилюйском районе расскажет глава Улуса Сергей Винокуров. Вчера, 13 апреля, у одной из жительниц села Кадангда анализы показали положительный результат. На сегодня она помещена в инфекционное отделение Центральной районной больницы. Все контактные лица, которые были у нее, они помещены в обсерватор. Второй анализ у тасагарской женщины показал, как и первый анализ, отрицательный результат. На заседании оперативного штаба будут приняты дополнительные меры по нераспространению коронавируса на территории нашего Вилюйского Улуса района. Ну а какова эпидемиологическая обстановка в Алдане? О готовности сил и средств готов рассказать наш корреспондент Руслан Павлов. Да, коллеги, в Алдане +2, 2 новых случая коронавирусной инфекции. Сейчас специалисты Роспотребнадзора отслеживают круг общения данных лиц. И более подробную информацию нам даст главный санитарный врач района Алексей Селютин. Алексей Викторович, как обстоят дела? На сегодняшний день у нас 7 человек имеют подтверждение по наличию у них новой коронавирусной инфекции. Все они находятся в инфекционном отделении. 5 человек находятся еще в инфекционном отделении, которые являются подозрительными на наличие данной инфекции. Круг их лиц установлен, устанавливается по последним двум. Все они будут помещены в обсерватор, либо в инфекционное отделение в зависимости от состояния их здоровья. На сегодняшний день в Алданском районе действует 2 обсерватора. Один находится на базе школы 8-го вида поселка Нижний Куранах. Он сейчас пустой, готов к приему людей. И в городе Алдан это общежитие медицинского колледжа. 130 мест, из них сейчас занято 77 мест. По наличию лаборатории на территории Алданского района мы ее экстренно разворачиваем. И при благоприятном стечении обстоятельств в пятницу она уже будет работать. То есть мы сможем отслеживать инфицированных уже здесь по месту и отправлять только на подтверждение в город Якутск. Спасибо, Алексей Викторович. Профилактические работы продолжаются. Ждем развития событий. Коллеги. Обязательная самоизоляция изменила привычный образ жизни не только людей, но и животных. Как ведут себя обитатели Севастопольского зоопарка в отсутствии посетителей? Сюжет нашего крымского собственного корреспондента Дениса Тишина. Волнистые попугайчики, если не самые активные, то уж точно самые звонкие обитатели зоопарка. Семье енотов тоже не сидится на месте, хотя недавно они обзавелись потомством. В Севастопольском зоопарке, несмотря на его скромные размеры, всего 600 квадратных метров, прекрасно уживаются около 40 видов животных и птиц. От забавных сурикатов и индийского павлина до африканских страусов и ламы. Севастопольский зоопарк – один из самых молодых зоопарков Крыма и пока что единственный в Севастополе. Он был создан летом 2012 года. Кроме развлекательной, он еще выполняет научно-просветительскую и природоохранную функции. Режим вынужденной самоизоляции добавляет тревоги и нервозности не только людям, но и обитателям зоопарка. Ведь они привыкли к постоянному вниманию взрослых и детей. Животные переносят нормально карантин, но им все равно не хватает людей, которые приходят, приносят с собой лакомства. И, естественно, некоторые скучают обезьяны, некоторые конфликтуют между собой. Другие обезьяны, которые видят, там кто-то бывает, заходят соседи, начинают активно кричать, чтобы обратили на них внимание. По словам директора зоопарка Врадия Гемигиуса Виктора, каких-то специальных мер из распространения коронавируса в учреждении не вводили. Разве что убирать и дезинфицировать территорию стали тщательнее, а животным теперь дают витамины для укрепления иммунитета. Рацион питания питомцев тоже остался прежним. Копытные едят зерносмеси, каши. Птица ест, естественно, зерно, комбикорма. Лемуры, обезьяны едят овощи, фрукты.
Как и большинство организаций города, Севастопольский зоопарк с 28 марта закрыт для посетителей. Из-за вынужденной изоляции существенно сократились доходы учреждения, ведь зоопарк частный и существует в основном на средства от продажи билетов. Однако сотрудникам зоопарка унывать не приходится. Животные требуют постоянного ухода и внимания, а значит, на лишнее переживание времени просто не остается. Денис Тишин, Севастополь. Сегодня спортсмены и люди, привыкшие заниматься физкультурой, оказались в непростом положении. Залы и стадионы закрыты, однако активность необходима многим. Тем более здоровый образ жизни – это основа профилактики вирусных инфекций. Работа тренеров не останавливается в период самоизоляции. О том, как проходят тренировки, узнавал наш корреспондент Юрий Осипов. Еще месяц назад закрылись все спортивные объекты. Контакты между людьми сведены к минимуму. Но даже в такое время тренеры продолжают заниматься со своими подопечными. По данным Министерства спорта, сегодня в республике под руководством около 400 тренеров занимается более 9 тысяч спортсменов. Конечно, понимаем, что в зависимости от условий проживания, у кого-то есть хорошие условия, достаточно доступные, у кого-то сложные условия. Кто живет в частном доме, тот может выйти во двор и так далее. Но, несмотря на это, занятие продолжается. Вместо зала просторы квартиры, а вместо группы экран монитора. Людмила Туаллагова – тренер по тэквондо. У нее занимается 4 возрастные группы. Задания ребятам она рассылает по WhatsApp. В ответ они присылают видеоотчеты. Просмотрев отснятые материалы, она вносит поправки, коррективы и дает рекомендации. Все как на тренировке в зале, но нет личного контакта. Родители или ребята мне отправляют видеоотчеты. Я просматриваю ее и смотрю, если там у них ошибки, мы начинаем это обсуждать и исправлять ее. Да? После этого мы заполняем отчеты. Да, вот у нас отчет, каждый день мы это заполняем, кто, как, что, сколько воспитанников сделали, какая группа, какое задание и какими они источниками пользовались. По словам самих воспитанников, даже самые лучшие занятия по видеосвязи или видеоотчеты не могут заменить работу с тренером или тренировки в зале. Как тебе тренировки дома? Отлично. Когда тренер отправляет к нам задание, я делаю дома вместе с папой. За это, конечно, выше, но дома тоже хорошо. Тренировки дома отличаются от тренировок в зале. Нет того адреналина, который у меня был в спаррингах. В квартире нет полноценного места, где я отрабатываю удары. Я тренируюсь дома с папой по заданию Людмилы Слановны, но я бы хотела вернуться в обычные тренировки и принять участие в соревнованиях. По словам отца Каролины Василия Аленова, тренировки в зале особенно важны для детей. Для них работа с тренером рядом со сверстниками – это как дополнительная мотивация, чтобы продолжать заниматься спортом. Безусловно, качество тренировок с дистанционных тренировок очень много теряет. Спортсмены все равно не выполняют должный объем работы, и технические, и силовые виды. Конечно, хорошо, когда тренер рядом, и дети все тренируются в одной группе с друзьями. Очень даже тяжело иногда смотивировать начать тренировку дома, например, когда нет тренера. Василий помогает дочери тренироваться дома. В этом ему помогает его тренерский опыт. Он и сам тренер по легкой атлетике Республиканского центра адаптивных видов спорта. Он также перешел на дистанционные тренировки. Подсел. 2. Вниз. Подсел. 3. Сегодня он тренирует более 20 спортсменов. Почти все живут в районах, а потому приходится учитывать и качество сотовой связи. С кем-то удается вести занятия по видеосвязи, а кому-то приходится просто отправлять задания. Даже дома все спортсмены выкладываются на 100%. Для них самоизоляция – это еще одно препятствие, которое просто необходимо преодолеть на пути к победе. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Переправы через Лену вблизи столицы региона закрыты. С сегодняшнего дня проезд запрещен для всех видов транспорта на автозимниках Якутск-Нижний Бестях, Хатас-Павловск и Кангалас-Сотинцы. Такие меры связаны с резким ухудшением состояния ледовых автозимников, вызванное аномальным потеплением. МЧС Якутии объявила о закрытии в целях безопасности пользователей автодорог. Также сотрудники ГИМС проводят рейды, в ходе которых информируют водителей о прекращении работы переправ, а уже завтра инспектировать места ледовых переправ начнет административная комиссия. Сегодня, согласно приказа Минтранса, закрытие ледовых переправ в черте города Якутска, федеральной по направлению
Якутск, Нижний Бестях через реку Лена и 2 республиканских через реку Лена по направлениям Хатас и Павловск, Кангалас и Сотинцы. Сообщение не будет прервано. Сообщение между столицей городом Якутском и Заречной группой районов будет осуществляться на судах на воздушной подушке и также авиаперевозками. С 15 апреля планируется закрытие основной части ледовых переправ на территории Республики Саха-Якутия. Останутся северные арктические районы, это 5. Момский, Аймиконский, Оленёкский, Верхнеколымский и Жиганский районы. В Якутию прилетел самолет с бизонами из Канады. 30 лесных бизонов прибыли в рамках подписанного соглашения между Якутией и канадской стороной, а также научного проекта по сохранению генофонда. Прибыли 15 самцов и 15 самок. С самолета их сразу транспортировали в бизонарий, расположенный в заповеднике Усть-Ботама Хангаласского улуса. Отмечается, что все карантинные мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции по этому рейсу проведены и получены все необходимые разрешения. Напомню, что с 2006 года, это уже 4-й завоз канадских бизонов, на сегодняшний день в республике 220 голов в питомниках Усть-Ботамы, Тымпыная, Горного и Сунтарского районов. Правительство Канады нам передало этих бизонов на безвозмездной основе с национального парка Элк-Айленд. Бизоны будут находиться в питомнике Усть-Ботама на карантине. Вот. После этого начнется опять же долгая кропотливая научная работа по отбору и подбору этих бизонов, по присмотру за этими бизонами. Не переключайтесь, мы следим за развитием событий.